начало творения. Представь начало. Еще не было земли, еще материя не отражала свет вселенский. Но как сейчас заполнена вселенная была энергией разных множеством великим, энергии сущности живые. Во тьме мыслили, во тьме и творили. Не нужен свет им внешний был. Внутри себя себе они светили. И в каждой было все. И мысль, и чувство, и энергия стремления. Но все ж отличия между ними были. У каждой одна над всеми другими энергия преобладала. Как и сейчас есть во Вселенной сущность разрушения и сущность созидающая жизнь, и множество оттенков разных, похожих на людские чувства, были у других. Между собой никак вселенские эти сущности соприкасаться не могли. Внутри у каждой сущности энергии множество, то вялые, то вдруг молниеносные движения создавала. Внутри себя собой содеянную, собою тут же и уничтожала. Пульсации их космос не меняла. Она никем невидима была, и каждая считала, что одна она в пространстве, одна. Неясность своего предназначения им не давала сделать негибнущим творение то, что может удовлетворение принести. Вот потому в безвремени, в бескрайности пульсация была, но не было всеобщего движения. И вдруг, как импульсом коснулось всех общения, одновременно всех вселенной необъятной, то среди комплексов энергии тех живых один вдруг озарил других. Был стар тот комплекс или очень юн, нельзя сказать обычными словами. Из вакуума он возник или из искр всего, о чем помыслить можно. Неважно это. Тот комплекс очень сильно походил на человека, что живет сегодня. Подобен был его второму «я», нематериальному, но вечному, святому, энергии стремлений, и его мечты живые впервые слегка касаться стали всех сущих во Вселенной. И он один, как пылок был, что все привел в движение, ощущение. Общение, звуки впервые прозвучали во Вселенной. И если б звуки первые на современные слова перевести, то смысл вопросов и ответов почувствовали бы мы. Со всех сторон Вселенной необъятной один вопрос, произносимый всеми, стремился к одному ему. «Чего так пылко ты желаешь?» – вопрошали все. А он в ответ, уверенный в своей мечте совместного творения и радости для всех от созерцания его, что радость может принести для всех. Рождение. С чего рождение? Самодостаточность имеется у каждого давно. Рождение, в котором частички будут заключены всего в одном. Как можно воссоединить все разрушающее и созидающее все? Противоположные энергии сначала сбалансировав в себе. Кому подобные по силам? Мне. Но есть энергия сомнения. Сомнение посетит тебя и уничтожит на мелкие частички. Разорвут тебя энергии разных множества. Противоположности в едином удержать никто не сможет. Энергия уверенности тоже есть. Уверенность, сомнение, когда равны
помогут точности и красоте для будущего сотворения. Как сам себя назвать ты можешь? Я Бог. В себе частички ваших всех энергий я принять смогу. Я устаю. Я сотворю. Для всей вселенной радость принесет творение. Со всей вселенной все сущности одновременно в одного его своих энергий выпустили сонно. И каждая над всем преобладать стремилась, чтоб в новом лишь она верховной воплотилась. Так началась великая борьба энергий всех вселенских. Нет времени величины, объема меры нет, чтоб охарактеризовать масштабы той борьбы. Спокойствие настало лишь тогда, когда всех осознание посетило. Ничто не сможет выше и сильнее быть одной энергии вселенской, энергии божественной мечты. Бог обладал энергией мечты. Он все в себе смог воспринять, все сбалансировать и усмирить, и стал творить, еще в себе творить. Еще в себе творение будущее сотворяя, лелеял каждую деталь со скоростью, которой нет определения, продумывал взаимосвязь совсем для каждого творения. Он делал все один, во тьме вселенной необъятной, один в себе энергией всех вселенских ускорял движение, неведомость исхода всех пугала и удаляла от Создателя. На расстояние Создатель в вакууме оказался, и вакуум тот расширялся. Был холод омертвления, испуг и отчуждение вокруг, а он один, прекрасный рассвет уж видел, и пение слышал птиц, и аромат цветения. Он свою полкою мечтой один творил прекрасные творения. «Остановись!» — ему твердили. «Ты в вакууме! Ты сейчас взорвешься! Как держишь ты энергии в себе! Ничто не помогает тебе сжаться! Теперь удел твой только разорваться! Но если есть мгновение у тебя, остановись! Тихонько распусти энергии, творящие свои!» А он в ответ: «Мои мечты, их не предам, для них я буду продолжать сжиматься и ускорять энергии свои. Мои мечты, в них по траве, среди цветов, я вижу, торопышка бежит муравей, и орлица на взлете дерзком обучает летать сыновей». Неведомой энергии своей Бог ускорял в себе движение энергии вселенной всей. В душе его их в зернышко сжимало вдохновение. И вдруг он ощутил прикосновение со всех сторон. Повсюду обожгло оно его неведомой энергией и сразу отстранилось, своим теплом на расстоянии согревая, какой-то новой силой наполняя, и все, что было вакуумом засветилось. Вдруг и звуки новые услышала вселенная, когда спросил с восторгом нежным Бог: «Кто ты? Энергия какая?» В ответ услышал музыки слова: «Энергии любви и вдохновения я». Во мне частичка есть твоя, энергия презрения, ненависти и злобы сдержать от нас способной оказалась она. Ты Бог, твоя энергия, души твоей мечта, гармонию все привести смогла. И если помогла моя частичка ей, то выслушай меня, о Бог, и мне помочь сумей. Что хочешь, зачем коснулась ты меня всей силой своего огня?
Я поняла, что я любовь, я не могу частичкой твоей души хочу отдаться вся. Я знаю, чтоб не нарушилась гармония добра и зла, всю меня не впустишь ты, но я вокруг тебя заполню вакуум собою, согрею все внутри, вокруг тебя. Вселенский холод, мгла к тебе не прикоснуться. Что происходит? Что? Еще сильнее ты засветилась. Я не сама, это твоя энергия, твоя душа. Она лишь мною отразилась. И вновь твою свет отраженный возвращается, отчаянный и устремленный, воскликнул Бог, любовью вдохновленный. Все ускоряется, бушует все во мне. О, как прекрасно вдохновение! Так пусть же сбудутся в любви светящиеся мечты моей творения. Так пусть же сбудутся в любви светящиеся мечты моей творения. Впервые появление тебя. Земля, ядром вселенной всей и центром для всего возникла зримая планета Земля. Вокруг вдруг стали зримы звезды, солнце и луна. Невидимый творящий свет земли, идущий в них, отражение нашел свое. Впервые во Вселенной план новый бытия явился, материальный план, и он светился. Никто, ничто от мига появления Земли зримой материей не обладал. Земля со всем, что во Вселенной соприкасалась, но и сама с собой была. Самодостаточным творением она явилась, растущее, живущее, что плавало и что летало, не умирала, в никуда не исчезала. Даже из гнили мошка получалась, а мошкарой иная жизнь питалась. В единую прекрасную жизнь сливалось все. В недоумении и восхищении все сущности вселенских смотреть на землю стали. Земля совсем соприкасалась, но не дано кому-то было ее коснуться. А внутри у Бога вдохновение нарастало, и в свете вакуум, заполнившем любви, божественная сущность очертания свои меняла, и формы, что теперь у человеческого тела божественная сущность принимала. Вне скорости, вне времени работала божественная мысль. Во вдохновении, озарении она на бесконечность всех энергий мысли обгоняла и сотворяла еще одно, пока в себе невидимое сотворение. Вдруг полыхнуло озарение и вздрогнула, как в опалении, новым жаром энергия любви. И в восхищении радостном воскликнул Бог: смотри, Вселенная, смотри, вот Сын мой, человек, он на земле стоит, материален он, и в нем частички энергии всех вселенских есть. На всех он в планах бытия живет, подобие и образ он мое, и в нем частички ваших всех энергий есть. Так полюбите, полюбите же его. Всем сущим радость Сын мой принесет. Он сотворение, Он рождение, Он все из всех, Он новые создаст творение, и притворится в бесконечность Его, все повторяющееся возрождение. Когда один, когда умножен многократно Он, свет незримый источая, в единое его сливая, вселенной будет управлять, подарит радость жизни он всему. Я все ему отдал, и в будущем помысленное тоже отдаю. Так впервые один ты стоял на прекрасной земле. Закончила рассказ Анастасия. Ты о ком говоришь? Обо мне?
тебе, Владимир, и еще о том, кто строки прикоснется записанной этой. Анастасия. Как же так? Здесь полная несостыковка получается. Как же все считающие могут там стоять, где сказано, что лишь один стоял, и в Библии про это говорится. Один сначала человек был, Адамом его звали, и ты сказал, и один сначала человек был, Адамом его звали, и ты сказала, Бог одного сотворил. Все правильно, Владимир, но смотри, от одного произошли все мы, его частичка, информация, заложенная в ней во всех других рожденных на земле, вселялась. И если волей мысли ты груз забот своих суетных отбросишь, то ощущения почувствуются те, что в маленькой частичке до сих пор хранятся. Она была там, помнит все, она в тебе сейчас и в каждом на земле живущем человеке. Ей дай раскрыться, ощути, что видел ты, и ты сейчас считающий строку, что видел ты в начале своего пути. Вот это да! Так что же получается, что все живущие сейчас там, на этой земле, в самом начале были? Да, но на земле на этой, не на той. Просто земля была в ином обличье. А как назвать всех нас одновременно можно? Тебе привычнее Адам услышать имя? Я буду пользоваться им. Но ты представь, что это ты. И каждый пусть себя под этим именем представит. Я представлению словами помогу слегка. Да, помоги, а то себя в тех временах я пока как-то слабо представляю. Чтоб легче было, ты представь себя вошедшим в сад на стыке лета и весны. И в том саду есть осень и плоды, в нем существа, которых ты впервые видишь. Все вместе взором трудно охватить, когда все новое и в каждом совершенство. Но вспомни, как впервые ты, Адам, цветок увидел, свое внимание на цветке остановил, на маленьком совсем цветке. Свет васильковый, форма лепестков плавно из линий состояли. Слегка светились лепестки цветка, собою небо, свет как будто отражали. И ты, Адам, к цветку подсел, творением любуясь. Но сколько б на цветок ты не смотрел, видение цветка менялось. Лаская ветерок, покачивал на тонком стебельке цветок. И под лучами солнца шевелились лепестки, меняя угол отражения света, полутона свои нежнейшие меняя. То трепетали лепестки на ветерке, то как приветствие помахивали человеку, то словно дирижировали музыки, душе звучащей, и от цветка тончайший аромат тебя обнять стремился. Человека! Могучий вдруг услышал рык Адам и встал, повернулся в сторону звучания. В отдалении огромный лев с львицею стояли, и о себе окрестность рыком лев оповещал. Адам смотреть стал на красивый и могучий стан, густою гривою увенчанный, и лев Адама увидал, и в тот же миг могучими прыжками на человека устремился зверь. Львица от него не отставала, игрой их мышц могущих Адам залюбовался. В 3 метрах от Адама звери встали, их человека взор ласкал, от человека нега исходила, и лев, обласканный, на землю в неге опустился, и львица рядышком легла, не шевелилась, чтоб не нарушить идущий к ним от человека благодать теплый свет. Адам льва гриву пальцами перебирал, рассматривал и трогал когти лапы мощной, белых клыков рукой своей касался и улыбался,
когда урчал лев от блаженства. Анастасия, что это за свет от человека исходил вначале, что даже лев его не разорвал? И почему сейчас свет не сходит? Никто же не светится сейчас. Владимир, разве ты не замечал? Есть и сейчас отличие большое. Взгляд человека отличает все земное. Травинка маленькая, лютый зверь и камень с мыслью замедленный, таинствен, загадочен, необъяснимой силой полон он. Ласкающим взгляд человека может быть, и разрушение холодом окутать может все живое взгляд человека. Скажи, тебе, к примеру, не приходилось взглядом, скажи, тебе, к примеру, не приходилось взглядом чьим-то быть согретым? Или, может, неприятно тебе от глаз каких-то на душе? Да, в общем-то, бывало. Бывало так, что чувствуешь, как кто-то смотрит на тебя, когда приятно смотрит, а когда не очень. Вот видишь, значит, и тебе известно, что взгляд ласкающий, приятное внутри тебя тепло создаст, и разрушение холод иной приносит взгляд, но многократно сильнее в ней впервые был взгляд у человека. Создатель сделал так, что все живое стремилось быть согретым этим взглядом. Куда ж сейчас вся сила взгляда человека подевалась? Не вся, ее еще достаточно осталось, но суета, поверхность мышления, иная скорость мысли, лжепредставление сути и вялость осознания туманят взор, раскрыться не дают тому, чего все ждут от человека. Тепло души у каждого внутри хранится. Ах, если б у всех ему всему раскрыться, вся явь, прекрасный первозданный сад смогла бы преобразиться. У всех людей, как было в начале у Адама, такое разве может получиться? Все может притвориться, к чему от всех, сливаясь в единое, людская мысль стремится. Когда Адам один был, то сила мысли у него была такой, как человечество всего сейчас. Ого, вот почему и лев его боялся. Лев человека не боялся, лев перед светом благодатным преклонялся. Всесущее стремится благодать познать, которую создать способен один лишь человек. За это другом, братом, Богом готово человека ощущать все сущее не только на земле. Всегда родители стремятся все лучшие способности вселить в детей своих. Только родители желают искренне, чтобы детей способности превосходили их. Создатель человеку, сыну своему, сполна отдал все то, к чему в порыве вдохновения сам стремился. И если все понять способно, что совершенен Бог, и если все понять способно, что совершенен Бог, то чувствами родители почувствуют, пусть все, каким родитель Бог стремился сотворить дитя свое, любимого, им сына, человека, и как ответственности не боялся, и как навечно пред собою обвязался не отрекаться от творения своего, сказав слова, сквозь миллионы лет до нас дошедшие: «Он сын мой, человек, он образ мой, подобие мое». Так значит, Бог хотел, чтобы сын его творения, в общем, человек сильнее был его. Стремление всех родителей послужит подтверждением тому. И что ж, Адам свой первый день оправдывал мечтания Бога. Что дальше, после встречи со львом, он стал делать? Адам все сущее стремился познавать, определять название, предназначение каждой твари. Бывало, быстро он задачу разрешал, бывало, долго с ней возился.
как, например, в день первый свой до вечера он принтозавра пытался предназначение определить, но не решил задачу. Вот и исчезли принтозавры все с Земли. Исчезли почему? Исчезли, потому что человек им не определил предназначение. А принтозавры – это те, что в несколько раз больше слонов? Да, больше, чем слоны они. И крылья небольшие у них были. На длинной шее небольшая голова, из пасти пламя исторгать могла. Как в сказке Змей Горыныч, например, в народных сказках тоже пламя исторгал. Но это в сказках, не наяву. О прошлой яви в сказках говорится иносказательно. Бывает, о прошлой яви в сказках говорится иносказательно бывает, а бывает точно. Ну да, а из чего же чудище такое состояло? Как из животного живого может исходить огонь из пасти? Или огонь иносказательность? Ну, скажем, злобой чудище дышало. Огромный принтозавр был добрым, а не злым. Внешний объем его служил для облегчения веса. Как это может большой объем служить для облегчения веса? Чем больше шар воздушный заполнен тем, что воздуха полегче, тем легче он. А принтозавр, причем он же не шар воздушный. Живым огромным шаром был и принтозавр. Легка конструкция его скелета, а внутренние органы малы. Внутри, как в шаре, пустота и заполнялась постоянно газом, что легче воздуха. Подпрыгнув крыльями, махая, мог принтозавр немножко пролететь. Когда избыток газа создавался, он через пасть и вдыхал его. Из пасти кремневидные клыки торчали. Их трение искру могла создать, и газ из брошенной полости идущий возгорался, огнем из пасти вырывался. Ну да, постой, а кто же газом заполнял его постоянно? Так я же говорю тебе, Владимир, газ вырабатывался сам внутри. Так я же говорю тебе, Владимир, газ вырабатывался сам внутри при переработке пищи. Не может быть такого. Газ только в недрах есть земли. Его оттуда добывают, потом природным газом баллоны заправляют или по трубам к плитам подают на кухню. А тут из пищи. Как все просто? Да, просто. Я не поверю простоте такой. И думаю, никто ей не поверит. И под сомнение тобой сказанное все. Не только о принтозавре, а другое все, что говоришь ты, под сомнение поставит. Так что об этом я писать не буду. Владимир, что же ты считаешь, я ошибаться, врать могу? Ну, врать не врать, а то, что ты ошиблась с газом, это точно. Я не ошиблась. Докажи. Владимир, твой желудок и других людей такой же газ сегодня производит. Не может быть. А ты проверь, возьми и подожди, когда он из тебя выходит. Как из меня? Откуда? Где поджечь? Анастасия засмеялась и сквозь смех сказала: ну что ты, как дитя, подумай сам, интимный это опыт. Я думал об этом газе время от времени, и что он меня так заел. И в конце концов я решил провести этот опыт. И провел, когда вернулся от Анастасии. Горит. И все слова о ее первых тенях Адама или о наших первых тенях все с большим интересом вспоминаю. Такое ощущение возникает почему-то, будто мы с собой сегодня что-то взять из них забыли. Или только я забыл. Пусть, впрочем, каждый сам все про себя решает, когда узнает, как день первый продолжался человека. Вот как Анастасия про это говорила. День первый. Адаму было интересно все. Травинка каждая, замысловатая букашка, и в поднебесье птицы, и вода,
Когда он речку увидал впервые, залюбовался, как на солнышке искрясь бежит прозрачная вода, и жизни в ней многообразие увидел. Рукой Адам притронулся к воде, течение руку сразу же объяло, и складочки все кожи на руке ласкала, к себе его влекла. Он в воду окунулся весь, и тело сразу легче стало, его вода держала, и, журча, все тело тут же обласкала. Ладонями подбросив воду вверх, он восхитился, как солнышко лучи в каждой играли капельки воды. Потом те капельки течение снова принимало. И с ощущением радостным Адам пил воду из реки, и до заката солнца любовался, и размышлял, и вновь купался. Постой, Анастасия, вот ты сказала, он попил, а ел хоть что-нибудь Адам за целый день? Какой пищей он питался? Вокруг многообразие плодов, по вкусу разных было, и ягод, и для пищи годных трав. Но чувство голода в ней впервые не испытал Адам. От воздуха он сытым оставался. От воздуха? Но воздухом не будешь сыт. И даже поговорка есть такая. Тем воздухом, что дышит человек сейчас, действительно нельзя питаться. Сегодня воздух омертвлен, и за счастью вреден, и за счастью вреден для плоти и души бывает. А поговорке ты сказал, что воздухом не будешь сыт. Но есть другая поговорка. Я воздухом одним питался. Она и соответствует тому, я воздухом одним питался. Она и соответствует тому, что было человеку предоставлено в начале. Адам в прекраснейшем саду родился, и в воздухе, что окружал его, не находилось ни одной пылинки вредоносной. В том воздухе пыльца растворена была, и капелькой росы чистейшей. Пыльца какая? Цветочная пыльца, и травяная с деревьев, и плодов эфиры истощая, из тех, что рядом были, и из отдаленных мест другое ветерки носили. Никак от дел великих человека тогда не отвлекали проблемы по добыче пищи. Все окружающее через воздух его питало. Создатель сделал так все изначально, что все живое на земле в любви порыве стремилось человеку послужить. И воздух, и вода, и ветерок живительными были. То и тут права сейчас. Бывает воздух вредным очень. Но человек кондиционер придумал. Он воздух от частичек вредных очищает. И воду минеральную в бутылках продают. Так что сейчас проблемы воздуха, воды для многих, кто не беден, решены. Увы, Владимир, кондиционер проблемы не решает. Частички вредоносные задерживает он, но воздух еще больше омертвляет. Вода, что в закупоренных бутылочках хранится, от закупоренности умирает. Она лишь клетки плоти старые питает. Для нового рождения, чтоб плоти клеточки твои все время обновлялись, нужны живые воздух и вода. Проблема совершенства жизни, утверждали. Все это было у Адама? Да, было, потому мысль быстрая его мчалась. За относительно короткий срок он смог предназначение определить всему. 118 лет, как один день промчались. 118 лет, до такой старости глубокой один прожил Адам. Один, в делах захватывающе интересных. Адам жил, первый человек. Его 118 лет не старость принесли ему, расцвет. 118 лет стареет человек, даже долгожителем считается. Его болезни, немощи одолевают. Это сейчас, Владимир, а тогда болезни человека не касались. Век каждой плотской клеточки его длиннее был. Но если клеточки и уставала
Но если клеточка и уставала, ей отмереть было дано, то тут же новая энергия полна на смену старой клеточки вставала. Плоть человека жить могла лет столько, сколько дух его хотел, душа. И что же получается тогда, что человек сегодняшний не хочет сам подольше жить? Деянием своим ежесекундно свой сокращает век и смерть придумал для себя сам человек. Да, как это придумал? Она же сама приходит против воли. Когда ты куришь или пьешь спиртное, когда выезжаешь в город, смрадом гари воздух насыщающий, когда употребляешь умертвленную еду и злобой поедаешь сам себя, скажи, Владимир, кто, если не ты сам приближаешь смерть свою? Такая жизнь сейчас для всех настала. Свободен человек, сам строит каждый жизнь свою, и век секундами определяет. А что тогда? Ну там, в раю, проблемы не существовали. Проблемой, если и вставали, то разрешались не в ущерб, а совершенство жизни утверждали. Первая встреча. Однажды, в свои 118 лет, проснувшись с утренним рассветом, Адам весной не восхитился и, как обычно, не стал навстречу солнечным лучам. Заливисто в листве пел соловей над ним. На другой бок Адам перевернулся от пения соловья. Перед взором с затаенным трепетом весна пространство заполняла. Перед взором с затаенным трепетом весна пространство заполняла. Река журчанием воды к себе звала Адама. Резвились ласточки над ним. Причудливо картину облака меняли. От трав, цветов, деревьев и кустов нежнейший аромат его объять стремился. О, как тогда Бог подивился! Среди великолепия весеннего земного сотворения под синью неба сын, человек его, грустил. Его дитя любимое не в радости, а в грусти пребывало. Для отца любящего может быть печальной что-нибудь такой картины. 118 лет от сотворения, дыхавшие божественных энергий, множество мгновенно пришли в движение. Вселенная вся замирала. Такое ускорение, невиданное ранее, блистало в ореоле энергии любви, что сущее все понимало, творение новые замыслил Бог. Но что же еще возможно сотворить после того, что на пределе вдохновения создавалось, никем тогда еще не понималось, а скорость мысли Бога нарастала, энергия любви ему шептала: ты снова все привил во вдохновение, движение, энергии твои вселенские пространства обжигают, как не взрываешься и не сгораешь сам в таком пылу. Куда стремишься ты? К чему? Я не свечу уже тобой. Смотри, мой Бог, тобою я горю. Планеты и звезды превращаю. Планеты в звезды превращаю. Остановись, все лучшее тобой сотворено. У сына твоего исчезнет грусть. Остановись, о Бог! Не слышал Бог мольбы любви и не внимал насмешкам сущностей вселенских. Он, как воятель молодой и пылкий, движение всех энергий, ускорение продолжал. И вдруг невиданной красы зарей сверкнул по всей вселенной необъятный, и ахнуло все сущее. И Бог сам в восхищении прошептал: смотри, вселенная, смотри, вот дочь моя стоит среди земных творений, как совершенен,
как прекрасны все ее черты. Достойной она будет сына моего, нет совершения творения ее, в ней образ и подобие мое, и ваши все частички в ней. Так полюбите, полюбите же ее. Она и он, мой сын и дочь моя, всем сущим радость принесут, и на всех планах бытия прекрасные вселенские миры построят. С пригорка по траве росой умытой, днем праздничным в лучи восхода к Адаму дева шла. Походка грациозна, строен стан, изгибы тела плавны и нежны, в оттенках кожи свет божественной зари. Все ближе, ближе. Вот она, перед лежащим на траве Адамом дева встала. Поправил ветерок золотые пряди, поправил ветерок золотые пряди, открывая лоб. Вселенная свой затаил дух. О, как прекрасен ее лик! Твое творение, Бог! Адам, лежащий на траве, на ставшую с ним рядом деву лишь взглянул, слегка зевнул и отвернулся, прикрывая веки. Вселенские все сущности услышали тогда. Нет, не слова услышали, как вяло в своих мыслях рассуждал Адам о новом сотворении Бога. Ну вот, оно еще одно какое-то творение подошло. Нет ничего в нем нового, лишь на меня похожесть. Коленные суставы у лошадей гибче и прочней. У леопарда шкура ярче, веселей. Еще и подошло без приглашения, а я сегодня муравьям хотел дать новое определение. И Ева, постояв немного близ Адама, к заводе реки пошла. На берегу присела у кустов, в воде притихшей, свое разглядывая отражение. И зароптали сущности вселенские, в единое слилась их мысль. Два совершенства не сумели оценить друг друга, в творениях Бога совершенства нет. И лишь энергия любви одна среди вселенского роптания пыталась оградить собой Творца. Ее сияние Бога окружало. Все знали, никогда энергия любви не рассуждала. Всегда она невидима и молчалива, в неведомых бескрайностях блуждала. Но почему сейчас вся без остатка так вокруг Бога воссияла, вселенским ропотом не внемля, лишь только одного сиянием согревала и утешала? Ты отдохни, Творец великий, и в разумление Сына Своего всели. Исправить сможешь ты любые творения прекрасные свои. В ответ вселенная услышала слова, и через них и мудрость, и величие познала Бога. Мой сын есть образ и подобие мое, частички всех энергий в нем вселенских. Он альфа и омега, он сотворение, он будущего претворения, отныне и во всем грядущем, отныне и во всем грядущем ни мне и никому дано не будет без его желания менять его судьбу. Все, что захочет сын, все, что захочет сам, ему воздастся. Не в суете помысленное притворится, не преклонился сын мой при виде плоти совершенства девы, не удивился ею к удивлению вселенной всей, не осознал еще, но чувствами своими ощутил мой сын. Он впервые ощутил, ему чего-то не хватает, и новые создания дева пред ним недостающим не обладает. Мой сын своими чувствами вселенную всю ощущает. Он знает все, вселенная чем обладает. Вопрос вселенную заполнил всю. Чего же может не хватать тому, в ком наши все энергии имеются, и все энергии твои? И Бог
ответил сын. Энергии любви. И вспыхнула энергия любви. Но я одна, я твоя, тобой одним сияю. Да, ты одна, любовь моя. Слова в ответ божественные прозвучали. Твой свет сияющий и светит, и ласкает, любовь моя. Ты вдохновение, всему способна ускорение придавать. Ты обостряешь ощущения, и ты покоя, умиротворение, любовь моя. Тебя прошу, вся без остатка на землю опустись, с собой энергией великой благодати окутай их, детей моих. Любви и Бога диалог прощальный озвучивал начало всей земной любви. Мой Бог к Творцу любовь сывала. Когда уйду, один невидим навсегда, на всех живущих в планах бытия невидим ты будешь. Мой сын и дочь моя сияют, пусть отныне в нави, яви, праве. Мой Бог, случится вакуум вокруг тебя, и никогда к твоей душе тепло живительное не пробьется. Без этого тепла душа остынет. Не только для меня, для сущего всего, пусть то тепло земли сияет. Сынов и дочерей моих деяния его примножит, и вся земля теплом любви светящейся в пространстве воссияет. Все будут чувствовать свет благодатнейшей земли. Им обогреться смогут все энергии мои. Мой Бог, пред сыном и дочерью твоей открыты разных множество путей. Всех планов бытия энергии есть в них. И если хоть одна преобладает, неверным проведет путем, что сможешь сделать ты, отдавший все и видящий, как тает, как слабеет энергия, идущая с земли, отдавший все и видящий, как на земле над всем энергии преобладают разрушения. Твои творения безжизненную коркой покрывают, забросана трава твоя камнями. Что сделаешь тогда, свободу всю отдавшую сыну своему? Среди камней смогу травинкой я зеленой вновь пробиться, на маленькой нетронутой лужайке цветка раскрою лепестки. Свое сумеют осознать предназначение земные дочери, сыны мои. Мой Бог, когда уйду, невидим станешь ты всему. Случиться может так, что именем твоим через людей других энергии сущности вдруг станут говорить. Одни других себе пытаться будут люди подчинить. Твою себе в угоду трактуя сущность говорить. Я говорю в угоду Богу, из всех я избран, им один. Все слушайте меня. Что сможешь сделать ты тогда? Днем наступающим зайду зарею. Творенье все, без исключения, луч солнышка лаская на земле, понять поможет дочерям, сынам моим, что каждый может сам душой своей с душою говорить моей. Мой Бог, их много будет, ты один, и для всех сущностей вселенских вожделенным станет душой людскою завладеть. Через людей над всем своей энергией лишь утвердиться, и сын заблудший твой им станет вдруг молиться. Многообразию причин в тупик ведущих в никуда есть главное препятствие. Будет она всему, что ложь внесет преградой. Стремление к осознанию истины есть у сынов и дочерей моих. Имеет рамки ложь всегда, но безгранична истина, она одна. Всегда в душе осознанности будет находиться у дочерей моих и сыновей.